Во время поездки премьер-министр и президент Центеры Gold Inc. Скотт Перри по традиции осмотрели карьеры, используемую тяжелую технику, и ознакомились с системой мониторинга дамбы хвостохранилища. Далее, согласно программе пребывания, глава Кабмина посетил золотоизвлекательную фабрику, где высокого гостя ознакомили с условиями проживания сотрудников, производственным процессом и ходом геолого-разведывательных работ. Отвечая на вопросы работников компании, Абылгазиев обозначил дальнейшие приоритеты двустороннего сотрудничества. Отрадно, что компания больше года работает без потерь рабочего времени, что говорит о безопасности наших граждан на производстве. Общественность знает, насколько значим для нас вопрос Кумтора. Мы нацелены на дальнейшую работу рудника с учетом экологической безопасности, развития экономики, промышленности и развития местных сообществ. Эксперты уверены, что новое стратегическое соглашение между правительством Кыргызстана и компанией Центера Gold Inc. оправдывает себя с точки зрения обеспечения более эффективной и стабильной работы предприятия. Ведь, согласно договору, выплаты по проекту Кумтор вырастут до 150 миллионов долларов. Между тем, благодаря финансовой поддержке компании в Кыргызстане уже открылись два новых фонда. Фонд развития социального партнерства, который займется продвижением инициатив в регионах, и Фонд развития природы, деятельность которой будет направлена на улучшение экологии и усиление охраны окружающей среды. А чтобы инвестор мог быть спокоен за свои вложения, премьер в ходе переговоров с руководством компании лично пообещал, что гранты будут тратиться рационально, прозрачно и пойдут исключительно на важные цели и решение первостепенных задач. По словам Абылгазиева, все это положительно отразится на налоговых платежах, позволит сохранить рабочие места и в целом окажет позитивное влияние на отечественную экономику. Кроме того, на рандеву была затронута тема приостановленной выплаты дивидендов Кыргызстану. В ответ глава Центеры Скотт Перри пообещал рассмотреть настоящий вопрос на совете директоров. В 2020 году в бюджете компании на продолжение геолого-разведочных работ заложено около 20 миллионов долларов. Что касается дивидендов Кыргызстану, то с 2016 года они не выплачивались из-за того, что шел переговорный процесс между сторонами. Сейчас эти переговоры дают свои плоды, вступает в силу стратегическое соглашение. Совет директоров будет рассматривать различные факторы и после этого примут решение. Это чисто коммерческий вопрос. Но мы считаем, что совет директоров Центера Gold будет настроен положительно по вопросам дивидендов. Еще один актуальный для Кыргызстана вопрос в ходе переговоров коснулся рекультивационного фонда, капитал которого с суммой около 40 миллионов долларов сегодня работает в других странах. На этот счет глава Кабмина ответил так. Правительство сейчас требует, чтобы этот фонд работал на территории Кыргызстана. Кабмин выступит гарантом этого фонда. Когда придет время закрытия рудника, мы вернем взятые деньги. Такое требование ставится сейчас всем горнодобывающим компаниям, работающим в Кыргызстане. Между тем, как считают в Кабмине, работу Кумтора можно продлить еще на 7-8 лет. При положительном развитии дел такой подход к делу позволит сохранить вливание в экономику страны и рабочие места. Поэтому сейчас Кыргызстан готов сделать все возможное, чтобы рудник продолжал свою работу. Тем более, что сейчас, как утверждают специалисты, инвестор внедряет новые технологии, позволяющие более эффективно, а самое главное, безопасно извлекать золото из руды. Медербек Мамбеталиев, Эльчебек Штубаев, новости Ош Перим.